Здравствуйте! В эфире Пятого канала информационная программа «Новости». В студии Татьяна Маннова. Сегодня в выпуске. Телеграмма от президента России. Владимир Путин поздравил Интинку с юбилеем. В Республике Коми зарегистрировано около 400 случаев внебольничных пневмоний. Эпидпорог в регионе превышен более чем на 20%. Мастер года 2024. 54 умельца и рукодельницы представили свои работы на выставку декоративно-прикладного творчества. На 103-м году жизни умерла старожил Приполярья Елена Сорвачева, сноха первооткрывателя интинского месторождения угля Ивана Сорвачева. Замечательная женщина, человек, посвятивший всю свою жизнь педагогике. Она была не только учителем с большой буквы, но и завучем и директором школы-интерната. Несколько раз уходила на пенсию, но возвращалась к педагогической деятельности. В самый разгар войны, в 1941 году, после окончания пединститута, Елена Парменовна была направлена в село Косьювом, а затем в Петрунь. Будучи молодым специалистом, Елена Парменовна столкнулась со всеми сложностями непростого военного времени. Отсутствие электричества и ручек для письма, недостаток питания. Учились тогда при керосиновых лампах. Писали самодельными этими ручками. Ужас. Дети голодали. Из щепы делали ручки? Ладно, что спасали у Ленина и эти куропатки. Дети просятся последнего урока. Елена, давайте мне, отпустите, пожалуйста, куропатку ловить. И вы что, куда же? Кушать нечего. Нам сейчас давали полкилограмма сахарного песку. И на день 300 грамм хлеба. Вот тоже что было как-то. И мы жили. Елена Парменовна, а учеников много было в войну? В годы войны много было учеников? Учеников? Да. Много было, до 200 были даже. Ничего себе. Да, много В 40-й было. еще учились? В интернате только 70 человек было. Стоит отметить, что по специализации Елена Парменовна историк-географ. Но из-за нехватки педагогов преподавала и другие предметы. Она награждена медалью за трудовое отличие, а также занесена в почетную книгу Горано в 1974 году. Я кончала пединститут исторический, но потом направили сюда, на север. История это вела, конечно, а химию некому. Учителя не хватает. Потом я еще химию вела, географию вела. Вот. И биологию? Биологию еще вела. Вот так. 2 раза выходила на пенсию, еще равно требуют. Давай, приходи еще раз. Но сейчас уже не ходите? Да. Ну, хватит. Сейчас уже не могу. Школа-то рядом. А ну уже не то. Учителем был и муж Елены Парменовны, Иван Александрович. Вместе они воспитали 5 детей. Многие продолжили путь родителей и стали учителями. Выйдя на заслуженный отдых, Елена Парменовна занимала активную жизненную позицию, интересовалась всеми событиями, происходящими в селе и школе, передавала свой жизненный опыт молодому поколению. Ее работа и преданность делу оставили неизгладимый след в сердцах многих учеников, жителей села и всего Интинского округа. Со знаменательным событием Интинку поздравил президент Российской Федерации Владимир Путин. 95-летний юбилей отметила Любовь Николаевна Ткачук. Правительственную телеграмму именинницы вручили председатель Совета Инты Ирина Артеева и председатель Совета ветеранов Зинаида Миронова. 18 октября свой 95-летний юбилей отпраздновала чудесная женщина, старожил Инты, ребенок войны Любовь Николаевна Ткачук. Поздравить пожилого человека со столь почтенной датой пришли председатель Совета города Ирина Артеева и председатель Совета ветеранов Инты Зинаида Миронова. К юбилейной дате пришло письмо с поздравлениями из Москвы. С днем рождения Любовь Николаевну поздравил президент Российской Федерации Владимир Путин. В честь столь весомой даты именинницы преподнесли праздничный букет цветов, небольшой презент и теплые сердечные пожелания крепкого здоровья, долголетия и, конечно, внимания и любви близких людей.
Уважаемая Любовь Николаевна, от души поздравляю вас с юбилеем. Мы искренне гордимся вашим поколением, поколением победителей и созидателей. Вы с честью прошли через тяжелейшие испытания Великой Отечественной, а после войны вместе с товарищами, со всем нашим народом отстраивали страну. Ваш жизненный путь всегда будет служить примером стойкости, веры в добро и справедливость, глубокой беззаветной любви к Родине. Желаю вам здоровья и благополучия, президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. И мы от Совета ветеранов, от нашего депутатского корпуса поздравляем вас с юбилеем. Здоровья вам, здоровья и здоровья. На момент начала Великой Отечественной войны Любовь Николаевна была подростком. Отец погиб на 3-й день войны. Брата забрали, мама умерла через год. В возрасте 13 лет Любовь Николаевна осталась одна в большом доме. Идти было некуда, помощи просить не у кого. И она, как все взрослые, наравне стала работать в совхозе. Никто из окружающих людей даже и не понял, что присмотреть за девочкой некому, и живет она сама по себе. Я пошла работать сильно рано. Папа помер в 3-й день войны. Брата забрали моего, как сына его забрали. И он через 3 дня пустили, через неделю. Что-то быстро. В 41 году, да? В 41 году. 42-м? Это моя жизнь очень тяжелая. Сестра у меня работала в город Красавино, там. Это Вологодская область, Да. Красавино. Там В Вологодской области, да. Я осталась одна. Льнокомбинат большущий. Мама Да. через год померла. Я одна осталась. Вы знаете, 13 лет одна осталась в одном доме. было так мне тяжело. Дом большой был. 2 избы было. И я с тех пор никуда не ушла. Все дома была и пошла работать. Что я делала? Один Господь лучше знает. И пахала. Пахать не могла, плуг затаскивать. Вот как. На эти места положу. Держусь за плуг, а лошадь идет. Так пахала, косила. Косы не стойки были, а литовка. Это была горбуша. Наклоняться надо. Горбуша. Верите, не верите? 60 соток выкашала с одной женщиной. Дошипло шлюху, потом что-то плохо сильно было во время войны. Дошиплю луку, водичкой запил. Весь работала. Вся еда, да. Только Господь знает. И вы не знаете, как я жила. Топором дрова рублю, печь стоплю. Говорить не могу. Да, тяжело, конечно. Успокойтесь. Ну, все так жили. Тогда, наверное, и родилась привычка не сидеть без дела. Даже сейчас, находясь в почтенном возрасте, Любовь Николаевна очень бодра и активна. Сама вспахивает огород на 10 соток на родине в Архангельской области, засаживает его, рыхлит и пропалывает. А в прошлом году, по словам дочери, Любовь Николаевна сама там же меняла шифер на крыше дома. Она чувствует себя молодо, активно и не может сидеть без дела. Во многих регионах России, в том числе в Республике Коми, отмечены вспышки внебольничной пневмонии. Как говорят специалисты, в большинстве случаев выявляют пневмонию инфекционного происхождения. Основной возбудитель – микоплазма, как в единичных случаях, так и в детских группах. Пневмония – это один из самых распространенных недугов по всему миру. Наиболее тяжело она протекает у детей до 5 лет и пожилых людей. Основными мерами профилактики внебольничных пневмоний считается соблюдение дезинфекционного воздушно-теплового режима, а также проветривание и обеззараживание воздуха, соблюдение правил личной гигиены, своевременная вакцинация против возбудителей, способных привести к пневмонии. В связи с началом сезона болезни врачи просят не отправлять детей в школу и садик при наличии даже начальных симптомов ОРВИ, чтобы не подвергать риску здоровья самого ребенка, его одноклассников и учителей. Из-за превышения порога заболеваемости по ОРВИ и пневмонии полностью закрыты все школы в Сыктывкаре. Учреждениям физкультуры и спорта, музыкальным, культурно-массовым организациям рекомендовано приостановить обучение с 22 по 26 октября. Частично на карантин закрыты несколько
общеобразовательных организаций, классов и групп в разных муниципалитетах Республики Коми, в том числе и в Инте. В Республике Коми проходит голосование за победителя и призеров конкурса «Семья. Богатство Коми-края». Это одно из ключевых событий года семьи, объявленного президентом России Владимиром Путиным, сообщил в своих соцсетях глава региона Владимир Уйба. В конкурсе участвует 21 семья, одна из них интинская. Семья Артемьевых прошла отбор на муниципальном этапе, выполнив ряд различных заданий и вышла в финал. Знакомьтесь, это семья Артемьевых из маленького приполярного города Инта. Маме Кате 36 лет, папе Жене 37. Познакомились они 18 лет назад, будучи еще студентами на праздновании Дня молодежи в городе Сыктывкаре. Брак зарегистрировали чуть позже, и в сентябре этого года супруги отметят 14-ю агатовую годовщину со дня свадьбы. В семье Артемьевых подрастают 3 ребенка, 2 сыночка и лапочка-дочка. Семья – это вообще самое главное, самое по сути, главное, для нашей семьи. Семья вот в центре. Да, что бы ни случалось вообще в жизни, да, что бы ни происходило, они всегда знают, что в семье они найдут поддержку. Да. И никто им не скажет нет, всегда поддержит, какая бы ситуация ни случилась. Все члены семьи Артемьевых знают, что семья – это самое дорогое и великое сокровище для каждого человека. И поэтому берегут и ценят друг друга. Привет, Инта! Болейте за нас! Мы первые. В финальном этапе перед участниками была поставлена задача всей семьей выполнить несколько заданий, в том числе продемонстрировать кулинарные способности в программе телеканала «Юрган. Детали со вкусом». Мы будем готовить пиццу, одну с прованскими травами, другую просто. Другую просто пиццу, да? Да, огурцы, кстати, бабушки. Огурцы бабушкины. Хорошо, мы сейчас... Реклама бабушки. Обязательно. Огурцы от создателей моих родителей, да, от бабушки с дедушкой. Даже про бабушки. Даже про бабушки. Хорошо. Катя, расскажи, пожалуйста, вот эта пицца, это получается у вас такой традиционный семейный какой-то рецепт? Да, это наше вообще традиционное семейное блюдо. Мы его очень часто готовим. Это блюдо, которое объединяет нашу семью, в приготовлении которого участвуют все члены семьи. И это такое вкусное, можно его разнообразить, то есть разные ингредиенты добавлять по вкусу. Ну вот мы сегодня будем готовить пиццу, ту, которую любит наша семья и которая отвечает вкусам и предпочтениям нашей семьи. Ну вот расскажи, сначала, насколько я помню, была маленькая пицца, да? Да, сначала у нас, сначала, когда мы с мужем были вдвоем, вот у нас была Яночка только, мы готовили маленькую пиццу, потом она становилась все больше и больше и больше, потом мы стали готовить 2 пиццы, и у нас там бывало оставалось на завтрак. Но сейчас пицца съедается вся сразу. Многодетная семья Артемьевых принимает участие в разных мероприятиях, которые проводятся не только в школе или в детском саду. Недавно глава семейства выступил в общегородском концерте, посвященном Дню отца. Когда приглашают, стараемся принимать, будто это какие-то старты веселые, да, спортивные, какие-то творческие мероприятия, какие-то сценки школьные, детсадовские. Вот, так что я всегда за, если позволяет рабочее время. Любое семейное такое мероприятие, это всегда идет на сплочение семьи. Как бы дети видят, что папа с мамой стараются, вот, мама с папой радуются, что у детей все получается. Проголосовать за семью необходимо в 3 номинациях, а чтобы оценка конкурсантов была максимально объективной, голосование проходит на платформе обратной связи портала Госуслуги. Семьи, набравшие наибольшее количество голосов, станут призерами конкурса и будут награждены. Победитель, который совокупно во всех номинациях соберет больше всех голосов, получит ценный подарок – автомобиль «Лада Веста». Принять участие в голосовании можно до 30 ноября. Объявление итогов конкурса, чествование семей участников и их награждение состоится в декабре на торжественном мероприятии, посвященном закрытию Года семьи в Коми. Чем занимается общественная организация «Движение первых»? Кто может стать ее участником и в каком возрасте? На эти и другие вопросы ответили специалисты местного отделения во время прямой линии, прошедшей в общественной приемной главы Республики Коми. В Инте уже более года функционирует первичное отделение Российского движения детей и молодежи. Оно объединяет всех молодых и амбициозных ребят, которые помогают строить будущее своей страны. В конце марта 2023 года движение первых пришло в Инту, хотя в стране проект работал с 2022 года. Первыми первичные отделения в нашем городе были созданы на базе лицея номер 1, гимназии номер 2 и филиала Воркутинского арктического горно-политехнического колледжа.
колледжа. Именно там, где до этого долгое время существовали отделения российского движения школьников. Движение первых объединило все молодежные организации и движения страны, такие как Юнармия, Большая перемена, Российское движение школьников, Ассоциация волонтерских центров. Тогда десятки мальчишек и девчонок, учащиеся этих учреждений, активисты движения торжественно были посвящены в ряды движения первых первыми в Инте. После этого такие церемонии стали регулярными. Начали открываться отделения движения во всех остальных образовательных учреждениях города. 1 ноября 2023 года в Инте вот как раз таки этот координационный совет создан, и каждый квартал, то есть раз в квартал, мы собираемся для того, чтобы обсудить вот как раз таки грядущие мероприятия. На текущий момент на платформе движения первых в Инте у нас зарегистрировано 1405 пользователей, из которых 295 это наставники, то есть взрослые люди, и 1110 участников, то есть это обучающиеся. В 2024 году в Инте было реализовано 32 проекта, включая проекты по формированию родительского сообщества, в рамках которого у нас в марте 2024 года состоялся первый арктический семейный форум. К нам приехало 9 муниципалитетов, то есть семьи с каждого муниципалитета Северного Куста. И мы вместе с ними проводили образовательные площадки. К нам приезжали специалисты, эксперты в области воспитания детей, и мы вместе с ними работали. А помимо этого мы показали наш город, наши красоты. Также какие проекты еще были? Это школа лидеров, всероссийская акция «Благодарю», походы первых, «Зорница 2.0», региональный чемпионат по оказанию первой помощи, ну и другие проекты. В конце октября в Инте планируется провести республиканский форум «Первые первым». К нам приедут в количестве, то есть общее количество наших участников форума составит 50 человек. То есть для ребят мы проведем тоже образовательный интенсив. А для кого это проводится? Проводится не просто для муниципалитетов и для ребят, а именно для активистов, для членов движения первых и членов советов первых. То есть в каждом первичном отделении, первичное отделение у нас создано во всех образовательных учреждениях не только города, но и республики, и по всей стране открыты эти первичные отделения в образовательных организациях, но и также в учреждениях культуры, спорта, дополнительного образования. И в каждом первичном отделении есть такой совет первых, то есть совет обучающихся. Это те ребята, которые являются активными, которые предлагают свои инициативы для того, чтобы мы, совет местного отделения или координационный совет, помог реализовать эти инициативы наших активистов в каждом уголке, то есть это и в селах, и в городах, и по всей республике, то есть по всей России инициативы наших ребят мы стараемся поддержать и реализовать. И вот как раз таки форум республиканский, который пройдет первым, это и есть инициатива наших ребят. То есть ребята проявили инициативу, что нам необходимо всем собраться, познакомиться, пообщаться. И вот мы решили, что Инта станет одной из точек притяжения Северного Куста. То есть в Инту соберутся все муниципалитеты Северного Куста для того, чтобы мы ребят познакомили, чтобы мы пообщались и представили наш совет первых местного отделения движения первых. То есть советы первых есть в разных уровнях. Это и первичный уровень, местный уровень, региональный и федеральный. И вот мы собираем как раз таки представителей, членов советов первых местных отделений. Вот. И наши ребята тоже станут одними из представителей. Михаил Ярин, председатель местного отделения, дал ответы на вопросы, которые чаще всего возникают у людей, интересующихся этим движением. Участниками движения первых могут стать школьники от 6 до 14 лет, естественно, с согласия родителей или законных представителей. Родители или законные представители ребенка регистрируются на сайте движения и подают за ребенка заявление на вступление. Дошколята при всем желании не могут вступить в ряды движения. Подростки от 14 до 18 лет могут самостоятельно зарегистрироваться на сайте движения и подать заявление на вступление. Участниками-наставниками могут стать лица старше 18 лет, в том числе родители и законные представители детей, студенты, представители образовательных и молодежных организаций. По словам представителей движения, в последнее время часто задают вопрос, кто такие родные любимые. Объясняем, это семейное сообщество движения первых, объединяющее семьи, которые поддерживают намерение детей быть в движении.
движения, разделяют ценности движения, принимают активную позицию в общественно полезной деятельности. Семьи становятся партнерами, соавторами и активными участниками движения. Мы их собрали и вместе с ними проводим различные мероприятия, собрания. И также для них, у них есть возможность, у родителей, проявить свои инициативы для того, чтобы разнообразить внеурочную деятельность наших ребят. То есть инициативы не только детские поддерживаются движением первых, но и родительского сообщества. И вот по одной из инициатив родительского сообщества у нас был реализован арктический семейный форум «Родные любимые», который состоялся в Инте. То есть у нас родители тоже проявили инициативу пригласить к нам в гости муниципалитеты, и регион поддержал эту инициативу, и как бы мы собрали семьи со всех наших муниципалитетов, тоже Северного Куста, для того, чтобы провести с ними не только там, развлекательную часть, но и вот познавательную, да, образовательную часть. Для участников движения вступление в первичное отделение – это возможность объединиться в группы по интересам, найти друзей и единомышленников, принять участие в общих мероприятиях движения и даже организовать собственные. Программно-проектная деятельность движения осуществляется по 12 направлениям: образование и знания, наука и технологии, труд, профессия и свое дело, культура и искусство, волонтерство и добровольчество, патриотизм и историческая память, спорт, здоровый образ жизни, медиа и коммуникации, дипломатия и международные отношения, экология и охрана природы, туризм и путешествия. Что это вообще за движение такое у нас в городе? Ага, хорошо, расскажу. Видела и думаю. Да, движение первых – это такая организация, которая собирает наших активных ребят, и не только активных ребят, но и родителей, для того, чтобы мы могли со стороны движения первых помогать им реализовывать их инициативы. Также движение первых – это про образовательную часть и образовательную часть во внеурочное время. То есть мы занимаемся с ребятами не во время учебного процесса, а именно во внеурочный процесс. То есть когда у ребят заканчиваются уроки, и многие говорят, да, что чем же занять наших ребят, да, что они ничем не занимаются, ну, кто-то ходит на кружки, кто-то не ходит на кружки. И вот наша задача движения первых – вовлечь ребят в деятельность, в общественно полезную деятельность. У движения первых есть 12 направлений деятельности. Это культура и искусство, спорт, здоровый образ жизни, это труд, профессии, свое дело и другие направления. То есть направления по всей сфере жизни, деятельности человека. И вот если ребенок чем-то увлечен или ему нравится какое-то направление, в рамках наших проектов по направлению мы можем предложить участие в проектах движения первых. То есть мы ребенку предлагаем, например, по культуре и искусству, если он этим увлечен, то мы поможем ему стать, например, актером, да, мы предоставим ему курсы в рамках проекта «Школьная классика», например. Да, ребенок пройдет обучение, и не просто обучение, да, как мы это понимаем, да, что там тестирование или какая-то информация сухая, но и с привлечением наших известных артистов Российской Федерации, например. То есть видеокурсы, например, по обучению ребят записывают наши известные личности современности. И таким образом ребята не только вовлекаются в общественно полезную деятельность, но и мы со стороны движения стараемся их поддержать. То есть начиная уже с 6 лет мы их направляем и ориентируем в профессиональной деятельности. То есть ребенок, когда вступил в движение, например, с 6 лет, да, с 1 класса, мы его также сопровождаем в течение всего периода 11-летнего. И по выпуску, например, мы также с ним не прощаемся, а встречаем его уже в университете, в высшем учебном, например, заведении, потому что участником движения можно стать от 6 до 25 лет. И вот на протяжении этого периода мы будем сопровождать ребенка, рассказывать, например, о тех возможностях, которые есть в нашей России, будем показывать, какие есть проекты у нас, в чем он может поучаствовать. То есть мы будем стараться его замотивировать и чтобы мы его интересы развивали.
Главная ценность первичных отделений движения – слаженный механизм командообразования, сплочение учеников и студентов для формирования коллектива и единой среды для обмена опытом. Объединившись в группы по интересам, участники движения становятся сильным звеном вновь сформированного сообщества детей и молодежи России. Сегодня первичные отделения существуют на базе всех образовательных учреждений ИНТы. Центральный штаб движения первых располагается в здании Центра внешкольной работы по адресу Мира 14, кабинет 15. Сотрудники Центра национальных культур готовятся к открытию выставки декоративно-прикладного творчества «Мастер года-2024», которая состоится уже в эту пятницу, 25 октября. В этом году конкурс посвящен юбилею Инты и году семьи в России. Более 50 талантливых интинских мастеров и мастериц представили на выставку удивительные работы, выполненные в различных техниках. Интинцам уже успела полюбиться традиционная выставка декоративно-прикладного творчества, на которой представлены самые интересные поделки мастеров и мастериц нашего округа. Огромное количество игрушек и кукол, бижутерии, одежды, салфеток, картин. Всего не перечислишь и не опишешь словами. Каждое изделие и экспонат несут в себе частицу души, любовь и трепет, с которыми их изготавливали умельцы. Конкурс проводится уже около 30 лет подряд и всегда пользуется большой популярностью. Благодаря выставке «Мастер года» интинцы могут окунуться в мир декоративно-прикладного искусства и ощутить всю многогранность таланта земляков. В этом году наш конкурс-выставка приурочен году семьи и к 70-летию города Инты. Поэтому очень много работ на нашей выставке будет посвящено именно этому. Очень интересные работы. У нас в этом году принимает участие 54 мастера. 12 из них принимают участие впервые. Вот, в техниках различных. Это и вышивка, и бисероплетение, и плетение из бумажных трубочек, это обработка меха, и дерева, и металла. Вот, очень интересные экспозиции, которые интинцы увидят впервые. Это, например, из шурупиков и болтиков, интересные конструкции, интересные фигурки. Вот, очень интересная вышивка в этом году, уникальная, можно даже сказать. Поэтому всех приглашаем 25 октября в 17:00 в Центр национальных культур на открытие «Мастер года 2024». В Приполярье много талантливых людей с золотыми руками, поэтому выявить победителя конкурса членам жюри будет непросто. 24 октября в Воркуте стартует Всероссийская спартакиада народов Севера России «Заполярные игры». Соревнования проходят в рамках реализации федерального проекта «Спорт. Норма жизни», национального проекта «Демография». Традиционно в состязаниях примут участие спортсмены практически со всей России. Наш город представят порядка 30 человек. В состав интинской делегации входят представители 3 видов спорта – шахматисты, пловцы и боксеры. Все спортсмены усердно готовились к соревнованиям и рассчитывают на призовые места. На этой неделе, вот уже через день-два, совсем близко, старт 24-й Всероссийской спартакиады «Заполярные игры» памяти Игоря Леонидовича Шпектора. На протяжении многих лет спортсмены наших учреждений принимают участие в этих играх, в этих соревнованиях. В этом году у нас также поедут традиционно это спортсмены, которые представляют виды спорта бокс, плавание, шахматы. Будут представлены как взрослые, так и детские команды. 25 числа первыми откроют соревнования это шахматисты. За ними у нас стартуют боксеры и завершат соревнования. Для наших спортсменов это пловцы. Хочется пожелать нашим ребятам, спортсменам успехов, спортивного настроя, и, конечно же, побед. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Смотрите новости на 5 канале и будьте в курсе значимых событий Инты. Всего доброго и до свидания.